Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум рахматуллах. Доброе утро, дорогие друзья! Когда завершается благословенный месяц Рамадан, а вместе с ним и благословенный пост, наступает один из крупных праздников ислама, называющийся Айд-аль-Фитр, или же праздник разговения. Нашим соотечественникам-мусульманам этот праздничный день больше известен под названием Ураза-Байрам или Рамадан-Байрам. Для каждого верующего праздник – это причастность к общей радости иноверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Сегодня уже немало мусульман, которые, следуя древней традиции своих благочестивых предков, проводят месяц Рамадан в соблюдении поста. И потому Ураза-Байрам для нас – это подлинная радость, праздник верующей души, с печалью прощающейся с Рамаданом, прекраснейшим временем в году. И в этот день, оглядываясь назад, мы задумываемся о духовных приобретениях этого времени. Как провели мы дни лучшего из всех месяцев года, не растратили ли их на ссоры, неблаговидные поступки, скверные помыслы. Или же, помня об особой почетности этого месяца, когда, как передали теологи ислама, за каждое совершенное верующим благодеяние Всевышний Аллах дарит его высоким вознаграждением, стремились к благочестию и в мыслях, и в деяниях. И потому Айд-аль-Фитр – это подведение итогов ушедшего месяца, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность усовершенствовать себя посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания благотворительной помощи нуждающимся и приобретения религиозных знаний. Согласно шариату, поститься в день этого благословенного праздника нельзя, и поэтому верующие, исполненные радостного настроения, разделяют со своими родными и близкими удовольствие праздничной трапезы. Отмечается Айд-аль-Фитр в мечети, где собирается великое множество мусульман, чтобы всем миром постигнуть радость великого праздника. Главный ритуал, совершаемый в храме, это праздничная коллективная молитва, намаз. По ее окончании имам, воздев руки, обратится от имени исполнивших намаз к Господу с мольбой о принятии поста, о прощении грехов и спросит у Бога благополучия в этой и последующей жизни, о даровании истинного пути заблудшим и стойкости духа праведникам. В этот день принято также посещать кладбища, читать над могилами суры из Корана, поминая усопших мусульман и просить Всевышнего о даровании им спасения. В таком посещении мы находим еще одну пользу. Посещайте кладбища. Это напомнит вам о судном дне, сказано в одном из изречений пророка Мухаммада, мир ему. Для верующего день праздника разговения – источник большой радости и неизбывной печали, ибо сам праздник – это расставание с прекрасным радостным временем благословенного праздника длиною в месяц Рамадана. Одновременно мусульман хранит в душе надежду, что сумеет сберечь благородное настроение праздничного служения Всевышнему в течение последующего года до нового наступления благословенного поста. Поздравляем всех мусульман с праздником разговения Айд-аль-Фитр. Ураза Байрамы джумленизге мубарек олсун. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.